Сегодня вторая практическая часть, которая называется «Обратная связь. Завтрак чемпиона». Понятно, да, про что это? Это про то, что мы чемпионы в том, что мы практикуем. Если я практикую вести свой блог, то я буду блогером. Если я не практикую, то я не буду блогером. Если я практикую депрессовать, то я буду чемпион депрессии. Да? Вот мы сами выбираем, в чем чемпионами быть. Да? И по количеству человек, которые сюда пришли, по количеству тех, кто выполнил домашнее задание, сразу понятно, да? Кто в чем собирается чемпионом быть. Это вот тоже вам проверка на то, насколько я готов сейчас быть блогером. Так как у нас всего 2 девушек принесли свои работы на проверку, мы это сделаем во второй части нашей лекции. А сейчас немного про развитие и про то, что очень важно собирать обратную связь. Как вы вообще считаете, обратная связь важна вот в человеческом развитии? Очень, ага. А какая обратная связь плохая, а какая очень эффективная и полезная? Какая обратная связь эффективная, какая неэффективная? Да, это неэффективно, а эффективно? Вопросы, обсуждения. Эксперту, когда мы обращаемся к эксперту или к фокус-группе. Так? Ага. Да, к эксперту в этой области. Так? Есть такая классная матрица, называется она «Компас развития». Компас развития я его сейчас нарисую. Эта матрица вообще накладывается на всю нашу жизнь. А так как Инстаграм и ведение блога – это часть нашей жизни, поэтому она отлично подходит и вообще для всего, что есть в вашей жизни. Основана она на 4 энергиях основных. Кто знает, какие? Энергии… Нет, стихии. Ага. Так, пусть будет вода. Огонь. Огонь – это тыло, да, у нас? Тыл. Угу. Еще? Земля – это музьем. Угу. И воздух. А воздух я не знаю. Как. Омыр. Угу. Прикольно. 4 энергии и 4 стихии, в которых мы каждый раз с вами находимся время от времени. Давайте вот про музьем, про землю. Про какое-то качество. Земля. Еще. Вот когда я стою на земле. Стабильность. Ага. Ага. А тыл про какую энергию? Страсть. Энергия действия, да? Поэтому я так напишу. Энергия действия. Омыр, Марса. Изменение, да, воздух какой-то. Угу. И вода. Угу. Плавность, да, какая-то гибкость, вода. Угу. Гибкость, ясность. Что будет, если я все время в стабильности? Депрессия. Болото, да, ведь? Угу. А если будет все время изменения, ничего другого? Хаос, да? Тяжело. А если я все время в энергии, в действии? Будет много проблем. Ну, я выгорю, да, как бенгальский огонь, у меня есть красивая метафора. А если я все время как вода, дзен, гибкость, сама собой, то… Хорошо. Убираем воду только. Вода, если все время в воде, то тоже как бы на себе зацикленность остается, и развитие дальнейшего, потому что развитие здесь у нас находится, не происходит. И с Инстаграмом то же самое. Каждый раз человек в своей жизни проходит круг, проходя через эти стадии. Угу. То есть есть какая-то определенная точка стабильности, я что-то действую, получаю изменения, с этими изменениями я живу, это превращается в стабильность, и вот так по кругу. Понятно?
Да, и то же самое с Инстаграмом. Если я все время буду вести одно и то же стабильно, то что будет? Без нового, без действия какого-то, без активностей. Скучно, да, затухание обратной связи. Поэтому тут появляется действие. Действие рождает изменение какое-то новое. И вот с этим изменением я проживаю внутри себя, перевариваю его. Это становится нормой для меня и так по кругу. Каждый перекрест двух стихий образует сектор. Здесь, например, сектор действия, здесь сектор внимания, здесь сектор намерения, а тут сектор присутствия. Вот обратная связь — это как раз сектор внимания. Сектор внимания, здесь мы собираем обратную связь от людей, чтобы переварить ее и сделать какое-то очередное намерение и снова действие. Понятно? Да, то есть очень важно проходить вот эти этапы, и в Инстаграме в том числе. Стабильность есть определенная, но я добавляю дополнительные действия, которое рождает изменения. Понятно все? Да, интересна вам эта матрица? Это вообще про жизнь на самом-то деле, да? То есть если... А где вот самая такая приятная точка, вот если в плане жизни? Вроде каждого, наверное, своим. В балансе между каждым. Да, когда я в балансе, вы даже это можно в качестве практики себе сделать, отметить, прошкалировать от 1 до 10 или от 1 до 5. Можете сейчас сделать и поставить отметочку, насколько у вас много изменений, насколько много стабильности, насколько много действия, насколько много соединенности с собой. И у вас на перекрестке выйдет какая-то фигура. Как вам? Гармоничная фигура? Не очень. И, то есть, и что тогда добавить надо для гармонии, баланса? Больше действия, да ведь? Это компас развития. Ну, это про жизнь в целом. Тоже можете сделать, нарисовать для себя. Я вам дам минуточку. Прошкалируйте про свою жизнь. Насколько много у меня стабильности, насколько много изменений, насколько много действий и насколько много соединенности с собой. Понятно задание? Да или нет? И только в гармонии, в балансе я могу идти, двигаться вперед. Правда ведь, когда у тебя все хорошо, когда ты такой гладенький, кругленький, когда нет дырочки в правом боку, как у ежика. Правда ведь лучше двигаться и приятнее вперед, чем если у тебя пробоины такие, а ты куда-то там побежал. Надолго тебя не хватит. Все прям задумались. Ну вот про действие, да? Ну ты меня знаешь. Я где-то действую, где-то... Это вот про мои желания, да? То есть Это про сейчас. про сейчас. Ну вот я хочу... В одном месте я очень действую хорошо. Там чувствую, что... А вот в целом цели на жизнь, они же у тебя все равно какие-то одинаковые. В целом, если. Вот какая твоя миссия, какая твоя главная цель в жизни? Сначала с этим разобраться. И для того, чтобы круг пошел, очень важно сходить в сектор внимания. Внимание — это я смотрю на других людей и собираю обратную связь. Обратную связь внутри себя перевариваю, это как-то во мне укладывается, и рождается намерение, да, какое-то желание сделать действие. Понятно, что такое намерение? Да. А чем намерение от желания отличается? Какое-то действие уже совершено, наверное. То есть, чтобы осуществить. Действие вот перед намерением, а Что после. нужно сделать, чтобы... В намерении энергии больше, чем в желании. Понятно, да? Желание — это хочу лимузин, но намереваюсь купить ВАЗ-2110. И в этом энергии больше. Сегодня мы с вами сходим в сектор внимания, получим обратную связь. Работает компьютер у нас?
сегодня интересный день. А все, да, пошло. Мгм. Сходим в сектор внимания и будем получать обратную связь. Котеночек у нас тут появился. Сейчас поиграем с вами. Так, нас 7 человек. Мгм. Ага, 8, отлично. Поднимите руку те, кто сделал домашнее задание. Много нормально. Ага, хорошо. 2, да? Это же не важно, как главное сделать. Да. Мгм. 1, 2. Скажите мне, пожалуйста, каждый определился с тематикой своего блога? Кто не определился? А про что писать, например, даже тоже не знаешь? Про что писать? Да. Ну, вот мне кажется, если писать, надо о полезном о чем-то. Пока просто о себе писать, мне кажется, ну, Что я интересно могу сказать. да, я пока еще ничего не представляю. Кому-то интересно. Да, Что, ничего не представляю? да, чтобы писать просто о себе, о том, где я была, что я сделала. Ну, начать можно с этого. А полезно это про что для тебя, например? Ну, вот я и думаю еще о чем писать, чтобы было полезно. Это же не только для меня, это А, кому-то. ага, а на что ты больше уделяешь внимание, энергии в этой жизни? Каким темам? Ну, пока ребенку. Мамская тема, да? пока. А что про ребенка? Ну, это у нас танцы, песни. Развитие или развлечение? Наверное, пока еще есть развлечения, вот конкретно развлечения. Развлечение, танцы. Тебе это интересно? Ну, с ребенком пока, да, интересно. Угу. И сразу глаза загорелись. Вот хотите узнать, есть энергия или нет в запросе, на глаза смотрите. Да. Ага. Отлично. У кого еще? Давай у тебя будет типа блок сейчас. Дети, танцы и песни, да? Угу. А у вас тоже, да, нет? А блок есть у вас? Нет? Странички, ничего нет? В Инстаграме Да. страничка есть. Ага. Пустая. А ВКонтакте? ВКонтакте есть. Пустая? Так, ну пустая. А что пишете? Что я писала? Как педагог, она туда идти. Педагогические. С детьми идти в театр. Хорошо, отлично. Как это называется, когда вот, куда сходить? Обозреватель. Да. Вот вы получили какую-то информацию, переживите с этим, да, и потом сходите, может, какое-то у вас решится намерение, которое перерастет дальше в действие. Понятно? Отлично. Для того, чтобы расти вверх, очень важно пользоваться такой хорошей формулой «обратная связь высокого качества». Это про то, что есть хорошо и что добавить. Вот, когда вас критикуют, это не очень, не очень стимулирует развиваться дальше, да, потому что очень важно понимать, в чем какие-то мои сильные качества есть. И сегодня я именно по этой формуле буду разбирать ваши аккаунты вместе с вами. Важно сказать, что сначала хорошо, и потом, что добавить в рост. Мы даже не критикуем таким образом, да, понимаете? Слышите, да? Не критикуем, а говорим, а что добавить можно. Угу. Как считаете, вот, когда такую обратную связь дают, хочется работать, как вот воспринимается? Проще, да? Приятнее гораздо. Вот, высокое качество – это про это. Что было хорошо и что добавить? Я подготовила для вас инстапрактик на каждый день, который очень полезно в себе взять на вооружение и, правда, каждый день их практиковать. Первое – это, у меня все такое, да, немного на грани саморазвития. Вести дневник осознанности, чтобы выкинуть мусор из головы. Это и для Инстаграма, потому что часто люди не понимают, что делать, вот этот мусор копится. А когда я каждое утро встаю и выписываю на блокнот все мысли, которые из меня выходят, я таким образом от этого мусора избавляюсь. Угу. Это вообще для всех очень полезное упражнение. Прописывать темы, о которых пишем. Про что это? Это про то, что я... А как зовут тебя? Я Люба. Люба, да?
Вот как Люба сказала, танцы и песни. В своем блоге я пишу на какие-то конкретные темы. Чей блог разберем? Лиля, давай твой. Про что пишешь в блоге? Тогда Лиля. Про семью, про дочь, про жизнь в деревне, про стройку. Семья, деревня, Стройка, например, очень интересная. стройка и дочь, да? Ну, дочь это в семью, наверное. 3 темы, конкретно понятно. А если бы у Лили было вот столько тем? Много лишнего, так ведь? Много мусора. Поэтому пропишите темы, которые у вас есть, и сюда накидывайте темы интересные. Наблюдайте. Так, если я пишу про семью, что я могу такого добавить? Угу. Да, и на самом деле, если вы будете писать контент-план, пропишите эти темы, то у вас будет такое дерево интересное, ну, например, семья. Да? А про что я могу в теме семья написать? Про мужа, про питание в семье, про детей, здоровье. И вы же понимаете, что, например, тема следующая муж, она еще на миллион. Свидание, а как мы ссоримся, а просто селфачок. Да, и так еще тын-тын-тын-тын-тын. Питание на миллион тем, дети на миллион тем, здоровье на миллион тем. Когда у вас будет такое дерево по темам, у вас вообще проблем с написанием контент-плана не будет. Как вы сказали, дерево? Дерево. До этого Угу. Контент-план? Не помню я. Угу. Гораздо упрощается, когда мы хаос упорядочиваем. Угу. Вот. И если у вас зафиксированы темы, на которые вы пишете, все, включайте наблюдалку и следите. Потому что кто нам темы подкидывает? Правильно. Ага. Следующее упражнение, мы, наверное, с вами его чуть попозже сделаем. Если успеем, я себе его как звездочкой отмечу. Проще писать. У кого есть проблемы с тем, чтобы писать просто? Есть? Да? Угу. Учитесь проще писать. Есть классное упражнение. Давайте я вам его скажу. Если не успеем, то дома попробуйте. Попросите кого-то записывать за вами. Вы рассказываете историю, а человек за вами записывает. Нет. Важно, чтобы записывал, и тебе человек говорит: подожди, я не успеваю. И вы потом увидите, насколько тексты различаются от того, что вы набираете, и то, что вы сказали. Это упрощает. Пиши, сокращай, классное упражнение. Если это, это для более серьезных, наверное, текстов. Написал предложение, прочитай его на одном духе. Если получилось, то все нормально. А если ты не влез, определенно все режем. Да, или написал текст, а про что это вообще? Вот одной мыслью. Про это, на-на-на. А ты мог еще проще сказать? Вот всегда. А ты мог еще проще сказать? А ты мог еще проще сказать? Угу. Тренируем насмотренность. Кто знает, что такое насмотренность? Про качество, да, вот это визуальное. Как я красиво фотографирую, как я располагаю объекты в кадре. Так как Инстаграм, ВКонтакте, Ютуб, в том числе сети и визуальные, это очень важно. Красивая картинка. Угу. 5-й пункт. Успешные люди прут все самое эффективное у других. Это нормально, это естественно. Увидели у кого-то классную идею, что делаем? Копируем, да. Но добавляйте чего-нибудь своего. Бессмысленно изобретать велосипед, во-первых, долго, во-вторых, его уже изобрели. Я уже вам вчера говорила, да? Угу. Подписывайтесь на обновление Инстаграма. Но это для супер продвинутых, потому что можете подписаться прямо на сам Инстаграм, у них в сторис выходят какие-то новинки интересные. И, кстати, кто первый юзает всякие новые фишки Инстаграма, того он выводит в топ. Угу. И вот это протестируйте новинки. Важно собирать обратную связь. Даже если общаетесь с кем-то, просто можете, если чувствуете, что человек, например, из вашей целевой аудитории, или он компетентен, попросите. Попросите. За то, чтобы попросить, заплатить не надо, так ведь? Угу. Ну и учиться. Что вам нравится больше всего из этого? Переть. Угу.
А то у нас же люди «я сама». И 2 года ничего новенького, да ведь? Такая королева. Угу. Записали? Можно сфотографировать? Сейчас про целевую аудиторию. Что такое целевая аудитория? Про кого я пишу. Да, и вы понимаете, что да, разношерстная у вас аудитория, но есть какое-то определенное ядро. Это называется целевая аудитория. И есть такие чуть поменьше слои с аудиторией другого возраста, другого достатка, другого мышления. Но вот тут именно про целевую аудиторию, которая будет вас комментировать, которая будет заходить к вам на аккаунт и которая в дальнейшем будет покупать ваши продукты. Интересная тема? Да, отлично. Очень важно понимать и оцифровывать свою целевую аудиторию для того, чтобы двигаться и продавать эффективно. Кому продаем? Портрет целевой аудитории. Что важно? Написать, сколько лет вашей целевой аудитории. Ко мне, когда приходят на Инстаграм-консультации, обычно говорят, ну, моя ЦА это 20-50. Потом на деле, когда мы сужаем, оказывается, что, 5 лет разница, 30-35. Обычно, по моему опыту скажу, что чаще всего целевая аудитория – это ваш возраст плюс-минус 5. Потому что, мышление, понимаете, да, в одно время развивались, в одно время росли, одни впитываем ту же самую информацию, скорее всего, будет так. Далее, отношения какие? Состоит, не состоит, в браке, не в браке, может быть, внуки уже есть, да, у вашей целевой аудитории. Угу. Далее, заработок. Это вы сейчас примерно накидываете. Кем он может работать? Далее, что любит? Одно дело работать, да, а что еще любит помимо работы? Чем занимается? Пункт ценности, какие у вашей целевой аудитории? И дальше боль. Угу. Прописали. Это у вас будет из вашей головы фантазия, так? Следующий этап, самый интересный. А кто под эту целевую аудиторию из ваших знакомых, из ваших подписчиков попадает? 5 человек напишите. Там Ваня, Катя, Света, Ира. Дима. Кто попадает, кто первый приходит на ум. Угу. Написали, и из них выберите того, кто максимально попадает под вашу целевую аудиторию. Кто максимально вам попадает, да. Кто вот прям тот. Берете, например, Свету и ставите, вот я себя поставила, да, и пишите, моя целевая аудитория – это Света, ей столько-то лет, у нее такие-то отношения, столько-то она зарабатывает, тем-то работает, то-то она любит, такая-то у нее ценность, такая-то боль. И в следующий раз, когда пишете пост, можете вот на эту Свету и смотреть. Угу. И на что людей цепляет вот в этих пунктах? Ваших подписчиков, целевую аудиторию. Ценности и боль. Люди сходятся на ценностях и на болях. Знали про это? И когда вы знаете боль, то что вы уже можете сделать? Надавить. Предложить, что может ее уменьшить. Смешно. Предложить? Можно надавить, конечно. Надо попробовать, посмотрим. Предложить эту боль заглушить, да? Как-то предложить какую-то таблеточку интересную. Вот, Лиля, про что пишешь? Вот прям важное. Что бы хотела продавать? Я пытаюсь продавать Что? в другом аккаунте. Что? Мужа своего. Ага.
вот это, из Да, дерева, из дерева, из дерева. Мгм. А какая боль может быть у людей? Ну, не знаю, то, что все... Ага, например, сказать, что у современных детей очень много, очень часто возникает аллергия на такие эти, и можно сказать там, что вот у моей знакомой или у моего ребенка та же самая херня. Я херня сказала 4 раза за вчера и сегодня. Любимое, одно из любимых моих слов. Вот, да, понимаете, сразу уровень, ценность будет здоровье, потому что да, ценность здоровья, а боль химические вещества и плохая экология. И вот сразу оп. А если я просто продаю, уже как-то, понимаете, да? Ну не то пальто. А когда я уровень ценности и боль, я всегда, если, например, видите вебинары, продаю, я там прям хорошенечко вжух по болям прохожусь. Вот. Поэтому можете даже начинать с боли заголовок. У вашего ребенка тоже аллергия? Угу. Или вы тоже хотите, чтобы ваш ребенок был здоров? Вот, смотри, у меня, например, лечение аденоидов, соплей, да? Угу. Как-то мне молодой человек, маркетолог, звонил, говорит, уберите из своего аккаунта, говорит, сопли. Он решил мне посоветовать, хотя я не псих. А он сам тебе позвонил? Да. Ага. Предлагал услуги, я посмотрел. Такие есть фотографии, соплики, как будто их смаркивают. Ага. Это, говорит, отталкивает, что это не хотят люди боль видеть, хотят только радостное видеть. Ну, во-первых, а это мужчина был? Да. А у тебя аккаунт для мамочек. Детей, да. Это вообще как бы другое, понимаешь? Он, конечно, маркетолог, но это не твоя целевая аудитория. Потом сказал, уберите там, я клеща была сфотографировала, ну как фотография клеща. Веселый у тебя аккаунт, да. Клещи, сопли. Аллергия, да, ну это вот, да. Аллергия возникает на такой мохнатенький клещ, но это еще более-менее у меня была картиночка. Это, говорит, тоже отталкивает, то, что боятся вроде как. Мгм. А понимаешь, он запомнил? Что? А он это запомнил. Он это посмотрел, да, видимо, и сразу позвонил. Аллергия тоже запомнил. Он это запомнил, понимаешь? Ага. Ты могла спросить у мамочек, у своей целевой аудитории. Они... Мамочек точно не напугают. Да, потому что это мужчина, это маркетолог. Я не знаю, дети у него есть или нет. У папина, как папа относится к развитию ребенка и как мама, это вообще две отдельные вселенные. Важно помнить, что мужчины вообще-то с Марса, а женщины с Удмуртии, с Венеры. Мгм. Вот, поэтому, когда я бью в ценности и в боль, А можно еще примеры боли? да, давай. Давай твой кейс. Что там, наклейки, да, декоративные? Постеры, наклейки. Ага, ага. И что ими? В смысле? Ну что с этими постерами, наклейками? Ты пока не придумывай, расскажи про продукт свой. Это она хочет, наверное, услышать, какие боли. Нет, постеры, наклейки, нет, куда их клеить, это про что вообще? У нас это интерьерные наклейки, постеры на разных языках. Вот ребенок в пачках. Это-то да. Это у меня боль уже есть, да. Вот ребенок вырос, уже неинтересно. Да, как обновить интерьер, когда нет денег? Если Это ой, вот боль. надоело. Да, это когда нет денег на обновление нового интерьера, например. Или, ну надо еще смотреть, на какую целевую аудиторию у вас все-таки. Какая? Вот тебе важно прописать Я сейчас. думаю, 30-35. Мамочки? Да. Мамочки? Ну, все же, вот если плюс-минус 5 делать к моему возрасту, Ага. и это как раз примерно даже человек, у которых уже есть жилье и дети, и у которых есть время на то, чтобы быть у себя дома, которые вынуждены чаще всего. Я думаю, вот это моя целевая аудитория. Да, или может быть еще как себя выразить через дизайн, потому что... Это да, это Да, очень больно. потому что, например, заказать дизайн-проект, это стоит 10% от ремонта. Вот. И тут как бы попробовать, и это можно всегда снять, если вдруг ошибка какая-то. Кстати, нехватка времени тоже может быть, не хватает. Нехватка времени, да. Я думаю, у вас у всех есть Google. Вы не забанены там, да, ведь? В Гугле. В Гугле можно вбить боли клиентов и посмотреть свои. Я думаю, там есть какая-то информация. Угу. Потому что... Угу. Ты же делаешь манисты? А еще что? Бариш.
Происшествия, бываешь, Этно-эко. Ну, например, боль, когда человек потерял сам себя и не может найти в этом мире возврат к своим корням, например, к своему роду. Боль такая, найти себя. Вот я говорю, у меня мурашка даже побежала через такие какие-то моменты. Вы замечаете, что сейчас от общего люди переходят к частному? Они все-таки возвращаются к своим истокам, к своим корням. Это сейчас популярно, и направление психологии, оно прям вот сейчас я смотрю очень сильно про родословную, про корни, вот системная терапия туда вот уходит. Ага. Тебе можно даже коллаборации с системными расстановщиками делать, если вот что-то про Удмуртию. На татарском сказала, да? Коллаборации, объединяться с системными расстановщиками, да. Но тебе тогда важно продумать миссию свою. Вот в этом. Но это просто это очень глубоко. Не глубоко боль, как придумать оригинальный подарок. Да. Угу. Прям вот оригинальный. Угу. Я не... как постирать шерстяные носки. Ну, я думаю, это не то. Не сильно это. Ну, вот именно вот хороший вот, Наташа, про подарок. Просто понять, для чего люди это покупают, какую боль. Вы можете спросить у своих людей, для чего им это. У меня, например, про поиск себя, потому что я знаю, что это боль, что 99% не могут себя найти. Поэтому хорошо покупать, поэтому хорошо идет. Угу.